Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав, мы находимся в Якутии. И у нас, как видите, уже осень. Я приехал в такое чудесное место на поиски рыбы. Рыбу я ищу трофейную, как всегда. Это таймень, крупный ленок. И вот мы остановились на одной из таких коз. Вот с таким чудесным видом на прекраснейшие наши столбы. Вот здесь, как видите, следы диких зверей есть. Вот пребывание. Кого-то здесь съели этим летом. Ребята уже рыбачат. И как мы добирались до этих мест, сложнейшую нашу путь, полный различных приключений, испытаний, увлекательных, красивейших мест я не снимал, потому что не хочется захламлять канал, чтобы он был неинтересным, либо еще что-нибудь. И поэтому, как вы любите, сразу, конкретно, сразу дубас рыбы. Итак, начинаем рыбалку. Так, сегодня буду... Сейчас, в общем, хотим половить немножко окуней. Дело в том, что окуня нужны, чтобы у Евгения на базе кормить его собачек. Поэтому давайте, друзья, приступим. Мы тут уже немножко начали. Сейчас я познакомлю вас со своими рыбаками. Сегодня я буду рыбачить вот таким спиннингом. Это у нас Nordstream. Ну и катушка спрут у меня идет Рензо. Василий. У Василия, как видите, спрут Тайхо, палочка. Ну и какой-то КДФ. Большая карповая катушка. А это у нас Женя. Привет всем. Женя у нас наш гид. Он нас возит по этим чудеснейшим местам. У Жени, как видите, крокодил и катушка Кайда. Вот. Ну что, давайте приступим. Здесь обитают эти окуни, горбачи так называемые, которых мы и будем сейчас ловить с вами. Так, опа, уже есть, что-то есть. Опустил, как будто то ли там рельефчик, то ли. Очень глубоко, говорит Василий. Ага, окунь здесь вот находится. Не очень далеко он. Хвост откусили мне опять. Видите, вот. Только поставил, сразу откусили хвост. Вот только поставил. Причем вот такие экземпляры берут. Вот такие вот неплохие. Тащит. Пока я ходил менять приманку. Окунь, да? Ну, по поклевочке он сразу чувствует, что это идет хороший окунь. Хороший идет. Ага, давай вытаскивай. Показывай. Очень нравится ему окуня. Он приехал за крупными окунями. Ну-ка, покажи. Покажи. Такие ловятся у тебя там на родине? Нет, говорит, не ловятся. Здесь только ловятся. Ну, тогда лови. Удовольствие. Вот. Видите, какое... Как человек удовольствие получает. Так надо рыбачить, как Василий. А мы сейчас что-нибудь
Давайте зарядим и посмотрим. У меня резинка уже не так много, в принципе-то. Вот. Более яркая такая что-то расцветочка работает. Резинка немножко крупноватая для джиги. В принципе, ее бы на офсетник, но офсетника у нас нету. Поэтому давайте укоротим чуть-чуть и посадим. Вот так вот. Есть. Угу. Есть. Давай, 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 иди сюда. Нормальный, нормальный, нормальный. Сам отлетел хоть. Есть. Чуть не взял, а? Угу. И... Есть. Иди сюда. Такие окушочки. Вот такие окушочки. Ага. Опа. Опа. Есть. 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 Да, это хороший прям. Чувствуется прям вес такой. Трофейный идет. О. Прям хороший. Кабан такой. Вот это, ну, чуть поменьше, может, как, или как Василий, не знаю. Ну, вот такие вот, в общем, кабаны зачетные. Ага, есть. О-на! Не идешь? О, давай туда тоже. Далеко не надо кидать. Василий там куда-то пошел. Сразу зацепился. Эх, блин, я сам тоже зацепился. Но у меня-то есть один секрет.
Он какое-то дерево вытащил, тащит. Эх! Ханарики! Так, Василий занял наше коронное место, где мы обнаружили стаю крупной рыбы. Радуется, что облавливает мое рыбное место. Вот. В общем, вот такая щука попалась. Вот, что-то не записалось. Ну, такой небольшой щупак, я скажу. Он не нужен, наверное, да? Давай лучше отпустим. Но что тут жарить даже нечего. Пускай живет. Ну, в общем, мы поняли, что щука здесь есть. Тоже. Так, у нас ужин. Раз, два, три. Да подожди-ка, вот красоту тоже берем. Вот так. Раз, два, три. Я. Такой скромный ужин. Уточка, огурчики, сало, колбаса. Всем приятного аппетита. Вот, только потом где. Ага. Оказывается, вообще с этим. Приправой и солью очень. Короче, ага. Соли. Немножко, ничего страшного. Это съедобно. Очень вкусно. Так, друзья, вот после ужина мы приехали сюда. Здесь более озерная местность такая вот. И ребятами здесь начали прям вылов окуня. Вот такие лапки ловятся, смотрите. А еще больше у Васи там. Он только что поймал. Самый крупный. Щеволди, Манов Ганкович. Покажи. Вот это хороший. Но я вам скажу, что местность тут болотистая. Растет тина. Тина произрастает. Оба-на! Мне щука хватила. Щука схватила, ага. Но это не просеклась. Она вот схватила, но не просеклась. Я прям видел ее. Ударила. Это у тебя щука, по-моему. Да, щука надо. Ой. Давайте подсаком там вдвоем как-то. Она уже. Это тоже собакам, да? На, бери, брат. Дай. О, да. Что случилось? Откусила приманку? Откусила приманку, ага. Вы хотели оставить эту приманку, да? Эй. Вот почему. Хвостик оторвал. Оба! Ну это мелкий. Или пойдет? А надо было брать. Надо, да? Все брать, что ли? Все брать. Блин, ну зачем? Мы сейчас целый бак наловим сорной рыбы, а хорошую куда солить? Целый бак сорной рыбы, ага. Надубасим. Ну мы просто, нам как бы, ну профессионалы, понимаешь? Мы профессионалы. Как бы жаловаться тут грех, как бы. Ловить надо уметь просто, а не жаловаться тут.
В следующий раз, прежде чем Евгению жаловаться, ловить надо уметь. Да, Евгений? Так что, кто будет Евгению уже не жаловаться, так что имейте в виду, что рыба в мае есть. Просто ловить надо уметь. Так, ну, в общем, порыбачили здесь часа 3. Ну, поужинали, переждали дождь. Под этим прекраснейшим видом на эти, посмотрите, красивые горы. Они как столбы. Ну, такие. Все, сейчас время уже позднее. Мы выдвигаемся на место ночлежки. И, возможно, там вечером порыбачим на мышь. Во, погнали. Ну вот, дорогие друзья, приехали на место ночевки. Сейчас посмотрим место нашей ночевки. Это домик охотника. Волга есть снизу. Так, друзья, с утра прям вот такая рыбка у нас жарится. Василий тут суетится. Рыбу всю почистил. Ну, вчера что-то не стал снимать, как мы приехали в этот домик. Домик охотничий и рыбацкий. Смотрите, есть у них вот такие классные приманки. Воблера и так далее. Ну, все без крючков. Вот такие вертушечки. И вот что самое прикольное вчера, ну, заметили, увидели. Ложка. И сделана на крючке. Вот такая красота. Видно, что здесь живут рыбаки. У них есть катушка. Ну и фонарики и так далее. Вот деды. Пожилые люди, в общем, в годах живут здесь, в этом домике. 2 кровати, 1 стол, стулья, ну, баки, это наши вот, умывальник, печка. Все как обычно. Обычная охотничья изба. Такая вот. На выходе вот так все выглядит. Здесь они недавно эту избу построили. Вот смотрите, новый сруб довольно-таки. Вот. Обживаются только. Все на деревьях. Вот. Все временно, пока некоторые постройки, я так полагаю. Новый гараж построили. Мотор здесь вот свой ремонтируют. Мотор, если что, российский, наш Вихрь 30 электрон. Ну, давайте посмотрим, какая рыба здесь все-таки ловится. Рыба, я вам скажу, ребят, хорошая здесь ловится. Это у нас получается 60-ка, 50-ка, даже 70-ка может быть. Ну, в основном 50-ки, 55-ки сетки. Вот. Поняга. Мясо таскать. В общем, по-хозяйски все. Здесь я с утра маленечко поработали мы с мужиками. Рыбку придавили в соли. Вот такой вид чудесный. Вот наши скалы, горы переливаются вот так вот. Ну, здесь у них трапик к подъезду. Ну, вот видите, вот они только тут вот все недавно буквально обустроили. Вот дом, ну, дерево свалили.
Распилили его. Кстати, вот такие корневища, чтобы убрать, отверстий, несколько отверстий просверливаешь обычной крупной этой сверлом. Заливаешь туда какую-нибудь горючую жидкость и поджигаешь. И она просто вся выгорает. Ну, это надо делать, когда ты находишься здесь, на месте. Потому что вот, когда ходишь, вот эти все корни, вот они, ну, мешать будут уже вот годами. Поэтому проще их как бы, ну, выжечь, и все. Они сгорят. Постройка. Вот техника для передвижений. Ну и тут печурочка такая простенькая из бочки. И машинка стиральная есть. И вот бензопила еще, Уралы. Советские Уралы. А это, видать, я так полагаю, тележка. Небольшая тележка для саней. Вот она вот так вот сделана. Тут человек садится и его везут. Ну, вид, конечно, осеннего леса шикарнейший. Ели, ельник такой. Березняк. Вот такой вид открывается. Ну вот, друзья, утро, уезжаем. Я сел на такую платформу, фиш-платформа, так скажем. И сейчас мы начинаем наш сплав домой. Все, друзья, начинаем сплав. Вот так вот втроем в лодке. Трое в лодке. Не считая подсака, которого нету. Он утонул. Вчера утопили подсак. Досадно, Васин. Самый рыбный подсак, которым он столько рыб вытащил, да? Да. Он утонул, друзья. 3 пары глаз не увидел этот подсак. Как Мы он его вон там на косе оставили. утонул. Когда мы щуку вытянули, он походу вон там лежит. А вы щуку опять, что ли, вытаскивали этим подсаком? Не-не, я чисто сам вытащил. Вон там он. Вот Вася, когда один отплыл, помнишь, вот мы... Я вот конфету достал. Так, друзья, начинаем готовить еду прямо на ходу. Порыбачили, в общем, пока, кроме 2 щучек, ничего не было. И то те не смогли взять, то есть, ну, нету аппетита у рыбы, она подходит, отворачивается, уходит. И сегодня мы решили приготовить вот такую чудесную еду полевую. У нас макароны с тушенкой. Добыть нам тоже пока ничего не представляется возможным. Ничего нету. Утки не летают. Гусей нету. Погода только устаканивается. Дожди были до этого. Вот. Солнце то появляется, то исчезает. В общем, как-то так. Но мы плывем, любуемся этими прекрасными видами, разговариваем о чем-нибудь. И продолжаем движение, сплав. Ну вот, друзья, это избушка родственников Евгения. Жень, чья избушка-то? Дядь Васи, Аси Валерьевна, Аси да? Валерьевны. Ася Валерьевна нам любезно разрешила переночевать в их избе.
Но она не сказала, что здесь у них уже как бы занято. Занято маленько. Да, конкретно вот эта кровать уже, ну, занята кем-то. Посмотрите, кто это у нас тут спит так. Бедолага. Заснул и все. И не проснулся. Вот мне интересно, как он сюда проник. Вот через вот эту ну, дыру в полу, наверное, проник. Вот. Ну, что, выкидывай, вытаскивай. А что делать-то? Его хоронить разве что? А как его вытащить-то? Я боюсь. Ну, за подушку. Не, подушку целиком возьми вот так, подушку целиком, и все. Ну, отощал. Отощал, бедный, отощал. Медведя не боится, горностая боится. Женя у нас медведя не боится, а горностая испугался. Говорит, я боюсь его выбрасывать. Да, он деревянный. Я думаю, у тебя сомнений-то уже не должно было остаться в том, что он деревянный. На подушке не будешь спать на этой? Да, вот такая вот изба прекрасная у нас сегодня. Вот я вещи уже развесил. Все, пойдемте ловить рыбу. Да, сейчас пойдем на вечерочку сходим. Порыбачить, как говорится. Ну вот, настало утро. Мы прогреваемся. Наш мотор прогревается. Вода пошла. Ночевали вот в таком месте. Чуть-чуть метров 10 отойти надо от берега. Вдоль пойдем. Ладно, давай доставаем тот камень. Короче, Женя засуеверил капитально. Жень, ну давай расскажи про свое суеверие. Что ты связываешь вот с этим суеверием, с этим? Этим суеверием я предпочитаю, знаешь, что? Вот ты забираешь что-то одно, ага. Ты должен отдать. Ну хотя мы вроде и отдали это все. Надо Да. материальное что-то отдать. Реально, да, вот Давай, оно- может, блесну подарю. Да сколько мы блесен уже подарили. Надо выкинуть тот камень, который мы нашли. Ты нашел. Просто это как-то не то. Мистически, да? мистически. Столько времени мы рыбачим, да, и ничего не поймали. А потом еще этот стук, знаешь, в дверь, ну, Еще в стену такой, еще да? стук в дверь. В стену такой. А ну верни, падла, камень. Ладно, давай вернем. Иди в маленькой коробке, по-моему, в той. Да. Если посмотри-ка, тут нету. Кстати, перед тем, как выкинуть, покажите-ка вот этот камень. Я хочу показать его Вот, заснимешь, подписчикам. Он где-то сбоку лежит там. Ну или на дне просто. В общем, нашел я камень в верховьях. Мы нашли причину того, что не клюет. А сейчас пойдем сплавом и, наверное, сразу. Если вот сейчас камень выбросим, если сразу прям вот что-то поймается, то просто, ребят, вам придется поверить в святые камни. А вот оно лежит. Вот он лежит. Как ты не нашел-то? Он все это время здесь был. Я даже его найти не могу. Нашел его только тот, кто... Что ты куда ложишь? Да, кто его вложил. Мистический камень. Вот с таким отверстием. Вот.
белый, горы, камень. Круглое прям отверстие полностью. Идеальное, круглое. Вот. Возможно, он был когда-то у шамана вот так привязан. На веревочке. Ну, довольно интересный камень, да. Духи места увидели меня, что я забираю, но я забыл оставить что-то. И поэтому не суждено мне его забрать. Вот. И поэтому мы его оставляем обратно. Аккуратно как нашли, так и оставим. Все. Но через него я посмотрел. Через отверстие. Что, поехали. На этой ноте мы уезжаем. Поклевка была. На воблер. Ребята там запаниковали аж. Ленок, ленок, вытаскивай. Лимбу надо, лимбу, ребят, большой лимбу. Ну давай сейчас попробуем тогда, сейчас порыбачим здесь конкретно. А раз на то пошло, раз пошла такая пьянка. Улухамбай. Да, чуга хатмари. Чуга хатам она ретарды, яман котех спиннинга. Không phải không? Mình cắp ему? Плетенка тонулы, эту вот там поводу вот толы. Огромный этот взял. Огромного окуня взял. Забираем. Хороший окунь. Такой прям на засовочку. Ой-ой-ой-ой. 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 Опасно, опасность. Очень опасно. Вот такой вот. Ладонь. Да, большой. Василий поймал огромного окуня. Мы решили пройтись по берегу. В поисках еще огромнейшее. Вот туда вниз. Василий на джиг кого-то взял. Ну-ка. Кто там? Хороший окунь идет, а? Хе-хе-хе. О, солидный. Сразу. На джиг сразу, да? Они на дне. Давай джиговать тоже. Джиг головки ставим. И начинаем. Все это отрезать надо тогда. Давай это снимем. То, что я на линка тут все мастерил. Чего не пригодилось. Чего не пригодилось.
Мы сейчас себе рыбное место найдем. Анда гигантская щукалар балдар бұл. Ну, конечно. Угу. Нет, трава что ли-то есть кругом. Не пойму я. А, есть. Есть. Это не трава. Это вот такой небольшой красивый окушок. Опа. Упс. Вот такая резиночка тоже работает. Расцветочка. Чебурашка у меня. Ну, это джига. Сколько тут? Граммовка не написано. Грамм 12-15, может. Вот вон потом кидать. Есть трава тоже. А? Есть тоже трава. Ну. Давай. Мелкий. Совсем мелкий попался. Мелкого надо? Пойдет. Смотри, как я его поймал. Вот так опустил. Что вот здесь вот, ну, стукол стоял, и он схватил, прикинь. Оба! Это хороший. Хороший был. Сейчас возьмем мы его. О! Не успел я, прикинь, они его сдирают просто. Резину раздирают. Они прям под лодкой. Прям под лодкой. Вася, дай-ка мне свою джигу. Я попробую. Да на, возьмите, я дам новый, у меня тут есть же. Огромного. Хорошая щука идет. Да что ты торопишься-то? Аккуратно крути потихоньку. Не спеша. Не, выше не надо подтягивать, все. Вот, надо удовольствие получать от того, как она тянет. Не, неправильно опять берет. Дай сюда его, подтяни мне просто. Не, вот так подтяни, ага. Ну, ничего сложного нету. Главное, натяжку держи все время. Все. Лодка-то удилище, ну как все надо. Не, зачем? Нормально. Вот ты вот так сделай, вот она подойдет к тебе, вот так. Вот так. Назад. Леску. Поставлено, надо было махать. Крохот донуть. Тут что тут подсак зачем? Не упусти? Чего? Жень тоже первую, да, ловит свою рыбу на джигу. Ты его подсекай, когда он будет. Я не успел дернуть его. Но его надо вот вверх прям вот пынь.
Але договорити, я не чую. Жень тоже кого-то там тащит. У меня тоже кто-то тащится. О, хороший. О, щука за ней, видел, да, была? Ага. За окунем щука шла. Почему ты их платил? Да, иногда бывает такое. Надо було ждати там. Иногда такое бывает. Тащишь и щука берет. О, окуни под лодкой. О, есть! Меня щука схватила. Ага, так я вытаскиваю все. Есть. Ну такая, скажу я вам, хорошая. Хорошая. Как у Василия, точно. Это вот она, кстати, за окунем шла. Вот и сейчас мы у тебя возьмем. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ничего, ничего. Я держу ее. Держу ее, держу. Папа. Кто там говорил про камень? Камень оставили и сразу начало клевать, друзья. Мы теперь верим в камни. А, есть, что-то есть, взял кто-то. Вася все пытается кого-нибудь прикончить. Шарик-то у него большой. Шарик-то у него большой. О, они вон там стоят. Жень. Куда я кинул сейчас? Есть! Здесь. Здоровые, блин, лопаты такие здоровые. Вот здесь они стоят, вот здесь вот, ближе к лодке, вот тут вот. Окунищи прям. Окуням, всем окуням окунищи. Ну не всем же ловить только щук. Есть! Кто это у нас? Аж фрикциончик зашумел. А, щучка. Щука. О, красотка. Ну, тоже наподобие джиги. Видишь, он пытается сплюнуть ее. Иди сюда. Никуда ты не уйдешь от нас. Оп. Попалось уже все. А, ушла. А мне этот, как его? Плохо он засеченный был. Да и видишь, подсачка нету у нас в лодке. Вот как раз для таких щук подсак был бы нормальный, конечно. Оба! Щука взяла. О, как классно шумит фрикцион. Фрикцион как классно отыгрывает. Один только он маленький. Иди сюда. Вот она. Красотка. Отдай. Пальцы засунул. Хотел эту резинку отдать, вытащить. Чуть-чуть засунул. Ну вот так вот, друзья.
Вот такая у нас сегодня рыбалочка, четкая. Искали весь день рыбу и нашли. Вот эту плетенку надо вот время от времени вот здесь в этом месте подрезать, потому что щуки очень острые зубы, и она, видите, уже разлохмачивать начинает плетенку. У меня нету поводка вот. Я ставил на окуне сразу плетенка и джиг-головка. Вот. Так тоже можно. Так, друзья, вода прет. Который уже день. Мы в поисках рыбы. Удочку ломает твою уже пополам. Пытается сломать. Но мы не дадим ей это сделать. Оттолкнемся и пусть нас туда вытаскивает, выносит. Вот. Да, это вообще удивительно. Как у него получается это. Подготовка Василия. Ну вот, надо бы вот так вот вверх и идти. Ну, то есть плавом и идти, наверное, вдоль берега. Так и сделаем. Есть, есть. Василий взял еще кого-то. Еще один ленок. Да. Но этот уже хороший. Давай, Вась, как бери, как щуку брал, так бери. Сразу вытягивай лодку. Красавчик! Блин, фотку делайте сразу. Давай, давай, давай. Это пусть будет первый. Сделай ему фотку. Не, ленок же. Вы чё? Яра? Ага, все. Это уже похоже. Похоже на ленка, да. Уже хороший. Хороший. Наконец-то ленок. Вот это уже хороший ленок, да. Меня получил. Они на устье тут стоят, оказывается. На это же место. Ой. Скажу такую глупость. Вячеслав, мы так-то твой блог снимаем, а не Васин. Ничего, ничего страшного. Все идет в контент. Да, все идет в контент. Контент, все идет. Ага, есть. Есть! Блин, у меня слишком ослаблен фрикцион. О, хороший взял. Есть. Есть, взял. Есть леночек. Есть вот такой красавчик. Вот такой красавчик взял. Ну, немножко снизу, конечно, но вот такая красота. Вась, давай телефон сфотаем. Вот такая красота, друзья. Кулинарный, кулинарный. Хороший ленок. Ну, вон там еще пары остались. Чуть-чуть. Там еще есть, да, маленько? Тут еще есть. Ну вот как раз можешь долить. Итак, дорогие друзья, вот нас Евгений привез с рыбалки. Огромная ему благодарность за то, что свозил нас на такую классную рыбалку. И, друзья, вода, как видите, большая, рыбы немного, но нам все равно удалось для вас поймать, сделать, запилить контент.
Это крайняя рыбалка в этом году, закрытие по спиннингу. На следующий год мы, думаю, поднимемся еще дальше и поймаем все-таки трофейную рыбу. Слов, что, как прошла рыбалка, нормально? Нормально. Рыбу не поймали, но ничего, да? Ну поймали и так. То поездили по красивым местам, Да. Вот так. поездили, посмотрели, пофоткались, Но культурно провели время, Не без говори. всяких эксцессов, без да. всяких этих. Это самое главное, чтобы ездить и отдыхать, а не то, что... Да, результат не важен. Главное процесс, друзья, мы всегда говорим. Вот. Так что всем хорошего настроения, всем спасибо за просмотр. Нажимайте палец вверх, пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. Всем пока.